Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что вы притянете в свою жизнь? Загадайте, пожалуйста, свой срок и давайте вместе посмотрим, что притянется, либо что вы сами притянете в свою жизнь. Вот чему пришло время. Загадывайте, обязательно срок загадайте. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе, тут зонт. Так, интересно. Какой бумеранг у вас огромный. Ну, давайте начнем с этого зонта. Вам видно? Вот она ручка, и вот он зонт. Он раскрытый зонт. Еще как двухэтажный какой-то, либо основная часть зонта еще как дополнительная такая маленькая. Здесь зонт. Зонт — это защита, зонт — это оберег, зонт — это покровительство. Вас будут защищать, вам будут покровительствовать, вам будут помогать и предотвращать, например, какие-то нападки. Защищать вас могут как и небеса, так и ангелы, так и люди, да, конкретные люди, либо группа каких-то людей. Зонт раскроется не для одного, а как будто бы для всех. Ну, для всей семьи, я так понимаю, да, для вас и вашего любимого человека, для вас и всей вашей семьи, там, дети, родители, там, братья, сестры. Очень похоже, вот тут знаки магии показаны, но не лотосом показаны. Скорее всего, даже это не магия, а какие-то обереги, ритуалы, может быть, даже какие-то молитвы. Чем вы занимались? Скажите мне, мои дорогие, в комментариях, чем вы занимались? Если вы ставили на себя защиту, на своих близких, прям сработает, двойная защита идет. Если вы молитесь о защите, о покровительстве, о помощи, то ваши молитвы доходят до небес, да? Отклик идет на ваши молитвы. Неважно, вы делали сами, вы делали через специалиста, но вот защита, все будут под защитой, да? Зонт двухэтажный, двухъярусный, и он откроется над всеми, не только над вами, но и над теми, кого вы любите, кто является частью вашего сердца, вашей души, вашей жизни. Очень крутой знак, но по лотосу, да, скорее всего, какие-то обряды, ритуалы, даже просто вот правильно сделанный запрос, правильное обращение, будь то высшие силы, будь то человек, сделает свое дело. На чистый запрос чистой души идет благодатный ответ. И неважно, еще раз говорю, это высшие силы, либо это человек. Да? Вы можете заручиться покровительством и защитой сильных мира сего, людей, наделенных властью, полномочиями, возможностями, там, не знаю, большими ресурсами. Ну и также небеса. Небеса тоже помогают. А может быть, небеса это все соединяют, да, давая вам защиту через людей. Но вас будут оберегать. И не только вас, но и тех, кого вы любите. Прям почувствуете, что вот не боюсь. Да? А я не боюсь, а мне не страшно, потому что за меня заступятся, потому что за мной люди стоят, сильные люди стоят. Либо я
небесам верю, и небеса меня не оставят. Ни ангелы не отступят, ни Боженька не отвернется. Да, я под защитой. Ну, вы это прям действительно почувствуете. Кожей почувствуете, сознанием почувствуете. Дурные сны перестанут сниться. Ночные какие-то, вот знаете, эти нападки прекратятся. Да и дневные нападки прекратятся. Вот как-то люди дурные стороной будут обходить, а кто-то пятиться от вас станет. Да, у кого плохие, злые замыслы были. Кто, может быть, что-то уже конкретное делал, да, человек прям придет покаяться, раскаяться, скажет: прости меня грешного, да, либо грешную. Вот какие-то удивительные вещи будут происходить. Но зонд двухъярусный, 100%. И он раскрывается не только над вами, но и над вашими близкими. Защиту притянете. Помощь, защиту, покровительство. Вот здесь у нас очень большой бумеранг. И знак справедливости — весы. Закон, справедливость, справедливое возмездие, воздаяние. Да? Потому что бумеранг все-таки про воздаяние. Воздать всем своим недоброжелателям по заслугам, по праву, по чести, по совести, по закону. Также такими знаками могут показывать справедливость в суде. Если вам предстоит с кем-то судиться, либо кто-то с вами судится, либо защищать свои права, да, отстаивать свои права через суд, то вы привлечете именно справедливость. И даже если суд там нечестный, да, то в вашем случае все будет по чести, по совести, по справедливости. Может, это будет какой-то показательный процесс, либо именно на ваш процесс какая-то проверка придет. Даже нечестный судья не решится отступить от закона. Да? Вы притянете эту вселенскую справедливость, ну и мирскую тоже, конечно. Ну и также, возможно, пришло время, да, запустить этот бумеранг, и пусть летит и долетит до тех, кто вам жизнь портил, кто кровушку вашу пил, кто злое, дурное вам желал, кто хотел разрушить вашу жизнь. Ну, видите, да, какой мощный, и он летит от вас в сторону каких-то людей. И здесь не один человек, их несколько. Ну вот я вижу 2, 3, 4 человека. 4, в кого летит этот бумеранг. И его уже не остановить. Не остановить. Знак весов говорит, что все так и должно быть. Да? Все по справедливости. Зло возвращается адресату, Создателю, да, вот кто создал это зло, кто на вас его напустил, к нему и возвращается. И даже если вы уже простили этих людей, даже если вы уже об этом не помните, ну как стерли со своей памяти, поверьте, бумеранг, он неизбежен, да, время воздаяния. Вы притянули справедливость вселенскую и мирскую в свою жизнь. И как бы там ни было, каждый получит по заслугам. Так, вот здесь у нас чайник. Но чайник непростой, он такой, знаете, вот с ручками. Кстати, очень похожи на турецкие чайники. Ну, кто в Турции был, те, скорее всего, видели. Там у них чайники двухэтажные. В первую часть заливается вода, а во второй части заварник находится. И вот оно все вместе. Там, значит, сначала вы кипятите воду для заварки, а потом заливаете новую воду, и уже ваша заварка, она доходит до кондиции, да, вот именно сам чай. Вот и у вас такой двухэтажный чайничек получился. Время создавать семью, либо время семьи объединяться. То есть 2 разные семьи могут объединиться, 2 сильных рода могут объединиться. Допустим, вы из сильного рода, и ваш жених из сильного рода. Вы женитесь, да, потому что чайник — это семья, и 2 сильных рода объединяются. Генетика объединяется. Да, у кого-то прямо и про брак речь идет, а у кого-то про знакомство с человеком, с кем будет семья. Также, возможно, у вас есть взрослые дети, которым захочется либо пора жениться, выходить замуж. И здесь очень хорошие семьи соединятся. Вот идеальная стыковка, идеально подходят, да, потому что 2 чайника один в один входят, да, либо один другому помогает, либо по отдельности они как бы, ну, не работают. Классный знак. И также, мои хорошие, здесь еще могут быть моменты, связанные с возвращением в семью людей, которые там, ну, по разным причинам могли ее покинуть, да, воссоединение семьи. Допустим, вы там поссорились, не ругаетесь там, с кем-то из родственников, близких, либо не очень. Да, воссоединение, общение в семье. То же самое, семья была разрушена, ну, разные причины бывают, да, не обязательно там кто-то разрушил. Может быть, люди характерами не сошлись, либо оба были молодыми и горячими, да, все бывает. Все бывает в этой жизни, ничего не стоит как зарекаться. Но люди по прошествии времени понимают, что все-таки, да,
куда мы друг без друга, да? Нам все-таки было очень хорошо. Люди принимают, осознают свои ошибки. Люди пытаются все исправить, наладить. И здесь как взаимность, два чайника соединяются, да? То есть семья восстановится. Ну, хороший на самом деле знак, очень хороший. Тут и пар идет, то есть очень все будет быстро и очень легко, комфортно происходить. Так, чуть выше поднимаемся. Ну, кататься на быке. Вот человек у меня на быке катается. Причем бык такой буйный, он слева направо везет. Быки, они, в отличие от лошадей, они больше про управление, про свой собственный бизнес. Управление, управленческая должность, возглавить, да, обуздать, руководить, направлять, управлять. Да, это вот быки. И также быки часто приходят в лице людей сильных, с дурным характером, но которых можно укротить. Да? И так можно прочитать. Кому-то из вас пришло время, да, притянется свое дело в руки, либо какая-то управленческая должность, должность руководителя. И это не обязательно за деньги, да, можно управлять там, творческим коллективом, там, на добровольных началах. Люди кооперируются, собираются и для души это все делают. Да. Также, если в вашем окружении был человек, обладатель дурного, агрессивного и буйного характера, вы сможете этого человека обуздать, укротить, успокоить, да, вымуштровать, и будет очень послушно, будет вас возить. Хороший на самом деле знак, знак власти, но власть в надежных руках. Да? Вы не будете злоупотреблять, вы не будете начальником, который подчиненных сводит с ума, либо загоняет их в могилу непонятными и сложными заданиями, либо пользуется, да, что у человека к вам чувство, либо доверие. Нет, вы не такой человек. Бык прям слушается вас и реагирует на ваши мысли. То есть не успели вы подумать, а уже ваши подчиненные все сделали. Вот настолько взаимопонимание. Либо не успели вы сказать, а человек, который обладает грозным буйным характером, уже вам улыбается, говорит: а я все понял, а я сейчас сделаю, да? Вот все спокойно будет. Еще такие знаки очень часто, кстати, проходят с детьми. Дети, особенно мальчики, подростки, вот у них там гормоны играют, очень похожи на этих молоденьких бычков, да, которые сначала сделаю, потом подумаю. Ну, как бы там ни было, да, вот вижу, что покориться, и тут без насилия, без каких-то там способов жестких, все по-доброму, мягкая сила. Вы воздействуете мягкой силой. Может быть, даже и силу не нужно будет применять, просто мягкость, да. И вас все слушают, любят, уважают и ценят. Ну, а если бизнес, то это ваше дело, это дело вашей жизни, это дело, которое вас и прославит, и обеспечит, и будет приносить вам радость. Да? Радость. Мне радостно от того, что я делаю. Я люблю свою работу, и мне радостно от того, что я ее делаю. И еще мне радостнее, когда я получаю за это прибыль. А когда это все соединить, я просто счастлива. Либо я просто счастлива. Вот так идет. Так, а вот здесь у меня кораблик, и вы как будто бы паруса местами меняете. Осознание, скорее всего, притянете. Знание, либо осознание, понимание еще может быть. Да, может быть, вы о чем-то мечтали, что вам было ни к чему. Да, и вам это просто не давалось, либо у вас это не получалось. А вы такая: нет, хочу, нет, мне это надо. Может быть, вы действительно не обладали какой-то информацией, либо что-то было от вас скрыто. А теперь вы начинаете по прошествии времени, либо с возрастом, либо по вновь открывшимся там данным, да, информации, вы начинаете понимать, что ой, нет, что-то не о том я мечтала, да, что-то не того я хотела, либо хотел. Вы меняете паруса, вы меняете мечты, вы меняете желания, и даже у кого-то отыграется, меняете направление в своей жизни. И я вам так скажу, эта замена будет очень удачной. Прям очень, вы сразу поймете. Смотрите, один парус у вас колом, таким треугольником, да, вроде как бы он есть, но он ветер не набирает, да, то есть, как бы трепится, как флаг по ветру, да, и никакого движения не было. А другой парус у вас такой мощный, серьезный, и он как этим квадратом идет, либо этим, не квадрат, а как он называется,
Прямоугольник, да, вот прямоугольником. Вот этот парус наберет точно ветер, и корабль ваш поплывет. И опять же показано, что новый парус у вас вправо смотрит, а старый у вас влево смотрел. Да? То есть поменять мечту, поменять направление в жизни. А притянете вы именно понимание, знание, информацию притянете. Вот это тоже очень важно. Как кто владеет знаниями, тот владеет миром. Или как там владеет информацией, я уже забыла. Если помните, пишите в комментариях. Так, еще вы притянете нужных людей в свою жизнь. Вот в прямом смысле слова. Я, по-моему, недавно уже видела подобное в отсыпке. Либо это была отливка. Уже все спуталось в памяти. Вы притянете нужных людей. Нужных. Может быть, эти люди профессионалы. Может быть, эти люди, в которых вы нуждаетесь именно в этот период жизни, либо будете нуждаться в определенный период жизни. У этих людей именно притянете силой своего желания, силой своего запроса. Вот мне нужен хороший стоматолог, и я его притяну. Ну, вернее, вы притянете. Это как пример. Вам нужен хороший, там, не знаю, терапевт, вы его притянете. Вам нужен хороший юрист, и вы его притянете. Вам нужен хороший там, сантехник для замены чего бы то ни было, либо там, для ремонта, не сантехник, а человек, который осуществляет ремонт. А вы его притянете, 100% притянете. Вам нужен хороший муж, вы его притянете. Нужна хорошая жена, притянете. Ну и так дальше можно перечислять. Этих людей будет немного. Но люди стоящие, прям вот 100% знак качества, да, вот идеально. Идеальные, обладают знаниями, спецификой, данными, добрые, вам по энергетике подходят, да, вот прям как идеально подходящие, да, вот так можно сказать. И с левой стороны, ну, это нечто неожиданное. Тут знаки удачи и знаки успеха. И они у вас как-то переплетаются. Тут либо в чем-то одном, то ли в разных направлениях, да, потому что знаки, они переплетаются, постоянно местами меняются. Где-то успех делает вас удачным человеком, а где-то, наоборот, удача привлекает к вам успех. Да? И так можно сказать, прочитать. Ну, явно вы не можете этим похвастаться, да, что вам там по жизни везет, либо что вы очень успешный человек. Да? Вот не можете вы похвастаться. А у кого-то, в принципе, как я сказала, да, никогда этого не было. Но будет, ну точно будет. Опять же, может быть, вы какие-то обряды, ритуалы. Может быть, вы поверите в себя, и это ваш внутренний ресурс. Уверенный в себе человек уже удачливый и успешный. Да? Вот перестанете в себе сомневаться. Может, энергетика ваша почистится, да? Когда вы вот бумерангом все вот это негативное, злое вернете адресатам. Но явно вас будут называть и в глаза, и за глаза успешным и удачливым человеком. Да вы и сами себя так будете называть. Ну, опять же, звездный час, да, время пришло. Возможно, у вас как-то накопительно все это собиралось. И вот именно сейчас, загаданный срок, у вас это все отыграется в вашей судьбе и жизни. Но знаки очень крутые. Тут и дракону показали, тут крылья расправил, и стрела вверх полетела. Очень хорошие знаки. То есть, когда вы станете успешным человеком, к вам очень много людей будет идти. Кто-то будет идти за помощью, кто-то будет идти за советом, за знанием. Да, вот подскажи, я тоже хочу, как ты. И вам нельзя отказывать, вот, чтобы вы понимали. Нельзя отказывать, не бойтесь, что кто-то станет вашим конкурентом, либо конкуренткой. Вот этого менее всего вы должны бояться. Потому что у вас какая-то уникальность есть. И опять же, это часть вашего будущего, это часть вашей судьбы. То есть не факт, что у другого человека точно такое же заложено, да, точно такое же для человека прописано. Вы никому не должны отказывать. Вы должны максимально помогать, либо максимально объяснять, рассказывать. Это важно. Важно, чтобы вас не лишили того, что вы к себе притянете. Хорошее хорошим выплачивают, понимаете? Не прерывайте эту цепочку добра. Я тоже много раз объясняла, насколько это важно. Вот если у вас что-то хорошее в жизни происходит,
Вот не поскупитесь, не поленитесь, сделайте вы этот откуп. Поверьте, вам этот откуп сторится и вернется. Но в жизни оно так и работает. Не жадничайте, да, тем более, еще раз говорю, откупаться не обязательно деньгами. Откупаться можно чем угодно, добрыми делами можно откупаться, да, помощью нуждающимся можно откупаться. Да чем угодно, еще раз говорю, не вкладывайте в себе голову, что это только лишь деньги. Это только шарлатаны про это говорят. А нормальный человек вам всегда скажет, не обязательно деньги. Вот что есть, что не жалко, вот этим и откупись. Все, какие вопросы? Вот не забудьте за добро добро возвращать. И тогда вот этот успех, он вас вообще никогда не покинет. Вот чтобы вы для себя понимали. Вот, видите, ваш дракон. Какие крылья шикарные. На таких крыльях можно очень высоко взлететь, даже солнце перелететь. Поймите мое слово. Мои хорошие, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.